Как стать собственником земли? Под таким названием сегодня в Якутске прошел круглый стол с участием руководителей министерств, ведомств, депутатов и журналистов. Обсуждение коснулось закона о дальневосточном гектаре. Напомним, документ подписан президентом страны Владимиром Путиным и вступит в силу поэтапно с 1 июня этого года. Тему продолжит Юлия Михайлова. Раздача земель в Якутии начнется с Нерюнгринского района. Именно он стал пилотной площадкой начала действия закона в регионе. Здесь якутяне могут выбрать свободный участок земли с 1 июня по 30 сентября 2016 года. С 1 октября по 31 января 2017 года раздача земли начнется на всей территории республики. И с 1 февраля 2017 по 31 декабря 2034 года землю могут взять граждане Российской Федерации. Иностранные граждане компании с иностранным участием не имеют права получить землю или купить ее в будущем у россиян. Какие земли в республике выведены из-под действия закона? Под действие данного закона не попадают территории традиционного природопользования, коренных малочисленных народов, особо охраняемые природные территории, как федерального, регионального, так и местного значения. Значит, земельные участки, где находятся полезные ископаемые, включенные в федеральный резервный фонд. Земельные участки не будут предоставляться на территориях, где будут заключаться хозяйственные соглашения. Значит, не будут предоставляться участки в целях сплошной рубки лесных угодий. Ну, таких ограничений достаточно много. Таким образом, в Якутии занятыми оказались примерно 64% территории. Эти земли будут исключены из действия закона решением главы республики по согласованию с уполномоченным федеральным органом. Использование же свободных земельных участков может быть любым в рамках законодательства Российской Федерации. При этом, естественно, будут учитываться при наличии градостроительных регламентов требования этих регламентов, будут учитываться все те ограничения, которые установлены лесным, земельным законодательством, законодательством о недрах, те виды деятельности, которые требуют наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, получения каких-то разрешений, лицензий, они тоже, естественно, все вот эти вот процедурные вопросы должны быть соблюдены перед осуществлением того или иного вида деятельности. Заявление на предоставление бесплатного гектара земли можно подать любым способом: письменно, по почте, по интернету, в органы МСУ, через МФЦ. Если род занятий связан с лесным фондом, то в департамент по лесным отношениям. Если на один и тот же участок будут одновременно претендовать несколько человек, то землю получит тот, кто подаст заявление первым по дате, указанной в заявлении. При коллективной заявке это не больше 10 гектаров. Власти должны обеспечить земельный участок инфраструктурой. И пока неизвестно, кто будет финансировать такие работы. Юлия Михайлова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.